Информации по уведомлению нашей никакой нету, то есть никто официально нас не уведомлял о этих, так сказать, событиях. Но появилась информация в, так скажем, в официальных информационных агентствах, и поэтому мы решили прореагировать, хотя я, насколько знаю, ни посольство Абхазии, России в Абхазии не имеет информации, потому что по информации, значит, которую мы получили от исполняющего обязанности президента, что он сделал, соответственно, запрос в МИД Абхазии и получил такой ответ, что информации официальной нету. Но так как официальные информационные агентства это не, так скажем, не анонимные, потому что я здесь хочу разделить, анонимные, когда дают информацию, на них можно не реагировать, это там черный пиар постоянно, поэтому мы решили отреагировать и сделать несколько заявлений, которые мы считаем правильными для того, чтобы разъяснить ситуацию и объяснить свою позицию тоже. Ни в коем случае мы здесь не хотим, так скажем, там, оправдываться или говорить, что, знаете, что-то мы о чем-то жалеем и так далее. Мы всегда действовали в интересах своей родины, своей страны, и ничего за рамки этого мы никогда не действовали, тем более там, в ущерб Российской Федерации. Ну, что я хочу добавить вот к сказанному Ливана. Мы занимаемся политикой уже давно, можно сказать, наверное, с сознательного возраста с ним. Вот сейчас я говорю непосредственно за него и за себя. Молодыми мы войну прошли, это тоже политика, это никак не может быть просто игрой, зорницу или так далее. Мы сознательно отдавали свои жизни за свою страну. После войны Ливан избирался в парламент, занимался политикой. Я после некоторое время пошел в большую политику. Я осознавал, что политика всегда связана с некими рисками для человека, который на самом деле занимается политикой, не просто сотрясать воздух, а быть полезным для своей страны, для своего народа. Как только ты становишься очень, так прямо, скажем, становишься в ряд патриотов, ты становишься в ряд тех людей, которые рискуют своей жизнью и вообще всеми теми, что ты имеешь на тот момент. Это может быть семья, карьера, твоя жизнь и все остальное. Мы на это, я насколько понимаю, или Иван, и я всегда были на это готовы. Теперь касаемо нашего, непосредственно нашего вопроса. От того, что нет неофициальных документов, для нас это тоже очень показательно, потому что мы знаем точно, что мы лишены, но почему-то Российская Федерация нам не представляет, может быть, через дипломатические каналы или еще через кого-то, или на официальных сайтах, во всяком случае, Краснодарского ФМС, должны были вывешены быть, что мы лишены, и самое главное, за что лишены. А некоторые там формулировки есть такие, что мы там, наши действия мешают безопасности Российской Федерации. Честно говоря, у меня вопрос к этим людям, а какой закон, Ливан, вы нарушили Российской Федерации, или я, какой закон Российской Федерации мы нарушили? То, что у нас двойное гражданство, мы граждане в Абхазии, мы занимаемся здесь нашей внутренней политикой, это кого вообще должно касаться? Я, насколько помню, в Российской Федерации максимум, что я мог нарушить, это превышение скоростного режима на машине, за которое я часто платил штрафы официальные. Более я не помню, чтобы я нарушал законы Российской Федерации. Но у нас тоже люди есть, которые могли проверить, перепроверить. Мы тоже не без, как говорится, схожие, не бесхозные. Мы людей попросили, эта информация проверена. Другой вопрос, мы официально бумагу не можем получить. Почему, тоже вопрос. Здесь тоже у меня есть свои мысли, но сейчас я не буду это развивать. Сегодня
Я не буду третьего человека называть, он, может, не хочет, я с ним не согласован, но сегодня 3 гражданина Абхазии, 3 патриота, а я себя считаю патриотом, я считаю патриотом Ливана, я считаю этого парня третьего, который пока, может, не хочет себя называть, может быть, он сам потом изъявит желание, но мы его хорошо знаем, патриота, ветерана войны, все награждены, Ливан, герой Абхазии, в конце концов, я, значит, орден Леона, награжден орденом Леона. Я, насколько знаю, третий парень наш тоже награжденный. Вот 3 патриота, как и граждане Абхазии, так и были мы все 3 гражданами России. Все 3 сегодня лишены. Это такой, знаете, факт, который не могло не насторожить ни нас, ни абхазское общество. Потому что все 3, во всяком случае 2 из 3, вот я и Ливан, занимаемся политикой. Сегодня у меня такое ощущение, что быть патриотом, быть абхазом и любить свой народ, народ Абхазии, я именно не оговариваюсь, говорю народ Абхазии, а не абхаза только народ именно Абхазии в целом. И защищать его интересы, это трактуется как, видимо, угроза национальной безопасности России. Очень жалко, очень сожалею, что именно так некоторые чиновники в России трактуют все то же самое, что чем занимаются они сегодня. То, что они занимаются сегодня в СВО, это самое же, когда патриоты защищают свою страну. В данном случае у нас не СВО, просто у нас есть моменты, где мы считаем, что вот в этом вопросе ущемлены абхазская сторона. Мы говорим, давайте сблизим наши позиции, давайте, чтобы эти позиции были, обе стороны устраивали. Мы всего лишь говорим о консенсусе, где должно, движение быть двухстороннее между Россией и Абхазией. Нет, нас хотят надломить, нас хотят заставить. Нет, как вот они считают, что это правильно. Но мы, если так не считаем, это не значит, что мы враги России. Удивительно, когда меня обвиняют так негласно в антироссийских настроениях. Недавно есть на моем канале, слава богу, эти службисты, которые сегодня такое решение принимали, все наши каналы просматривают. Когда выбирали Владимира Владимировича Путина после голосования, журналисты, вы знаете всех там политиков, мнение спрашивали. Я тогда, не скрывая, сказал, что я как раз таки, может, это неэтично было вообще говорить такие вещи, но я не постеснялся, сказал, что я проголосовал за Владимира Путина, потому что считаю, что это единственный пока политик в России, который может еще всех нас, как говорится, вывести на более высокий уровень и жизни, и в моральном, и в материальном, и политическом плане. И на фоне этого меня называть антироссийским, настроенным политиком, вообще нонсенс. Да? На фоне всего вот этого, да, происходящего, я считаю, что мы, как народ, мы, как государство, должны были насторожиться. Кто-нибудь из сегодня наших оппонентов, политики, или наших недругов, или наших друзей, или наших коллег в Абхазии кто-то сомневается, что я или Ливан, что мы не патриоты, что мы не любим свою страну. Так за что нас лишили? Это же, понимаете, не просто лишили российского гражданства, нам его дали сперва, а сейчас лишили. А вы знаете, лишая гражданства России, тебе запрещают въезд в страну, через которую единственная связь со всем миром. То есть тебя изолируют. Это не очень хороший факт, это может быть иметь последствия. И в этот момент молчит наш МИД, молчит наш исполняющий обязанности президента, один, Падра Гумба, пока он был. Сейчас Валера Абгамба молчит. Молчат политики. К сожалению, молчат пока мои коллеги. Хотя некоторые мои коллеги собирались прийти на прием посольства России в Абхазии, где посол сказал, вы не мой уровень, чтобы я с вами встречался. Вы понимаете?
Он думает, что Абхазия ему досталась по наследству. И мы халуи здесь его. Вот такое отношение началось к абхазам у себя в стране. Люди должны чуть позадуматься. Будущий президент, который будет избран, должен поднять на более высокий и качественный уровень наши отношения с Россией, который этот мерзавец Бжаня опустил ниже плинтуса. Это мерзавец, который собирал расстрельные списки абхазов и отдавал в Россию. И доказательством тому стало наши досье, которые мы нашли в администрации президента. Правильно ли, Иван Ильич? Досье на очень людей, которые, знаете, заслужили уважения в Абхазии. Уважаемые люди, политики, даже действующие депутаты, военные, вообще все те, кто что-то представляет из себя в Абхазии, на всех были собраны досье. Эти досье понятно, куда уходили. Вот чем занимался этот, так скажем, президент. И не без его помощи сегодня вот эта вся ситуация сложилась. Здесь надо сказать, к сожалению, вот то, что произошло, мы так расцениваем, что была значит, экс-президентом такая политика, которая, значит, привела на самом деле к ухудшению российско-абхазских отношений. Мы это видим по социальным сетям, где очень сильно вот такой негатив в отношении Абхазии сегодня там проявляется. А на самом деле источник именно экс-президент, который вот российскую тематику он, значит, начал использовать для решения внутренних вопросов. И здесь клевета, которая им использовалась, а это только клевета, там нету ни на чем не основанная клевета в этих анонимных каналах, она вот вылилась сегодня в это. И здесь я бы хотел несколько таких вот. Первое обращение сделал. Первое, конечно, все, я считаю так, продолжая этот разговор, что все кандидаты в президенты должны по этому факту все-таки высказаться, дать свою оценку происходящему. Потому что, как уже было сказано, это касается не только нас троих, да, ветеранов войны, это касается всего народа, потому что в дальнейшем таким методом, люди, которые занимаются внутренней политикой, на них можно оказать давление. Поэтому я считаю, каждый из кандидатов должен отдать оценку и высказаться по этому поводу. Второе, это я уже, наверное, персонально к кандидату Бадри Гумба хочу обратиться и сказать, вот он собирается ли дальше продолжать ту политику, которую проводил экс-президент, который, мы знаем, что за всеми этими телеграм-каналами, которые клеветали не только на нас, оппозиционных, но на весь народ Абхазии, какое он к ним имеет отношение. Говорит ли он, что он продолжает, и мы же понимаем, что за этими, значит, телеграм-каналами различными стоит финансирование, кто-то это все организует, они очень активные. Собирается ли он дальше финансировать, как и это финансировал экс-президент, значит, Бжаня, эти телеграм-каналы и ту грязь, которая оттуда льется. То есть имеет ли он к этому отношение? Вот пусть он выразит свое, что имеет ли он к этому отношение, потому что это очень важно. Очень важно, потому что вмешивать, значит, да, нашего стратегического союзника в наше внутриполитическое противостояние, это, значит, то есть раскачивать общую нашу лодку под названием Абхазия, и раскачивание это всегда плохо, оно может привести
к очень плохим последствиям. Значит, что нам предъявляют, да, например, то, что говорится о том, что мы организаторы, участники 15 ноября, да, отставки, так скажем, экс-президента. Но, извините меня, они также приходили во власть такими же методами, и никто их не лишал за это гражданства, да, и никто не вмешивал тогда Россию в этом процессе. До этого это было, то есть это неоднократно. Что сейчас? Почему сейчас наша внутренняя политика стала, значит, наши внутренние политические такие вот, значит, противостояния вылилось в такое, где наш союзник участвует в этом? Я думаю, что это, конечно, с подачи... Вмешательство в внутренние наши дела, да, вот что, больше ничего. Да, я считаю, что это с подачи, уверен, что это с подачи экс-президента все происходит, его, так скажем, месть, но это для всей Абхазии, для всех патриотов, для всех, кто хочет позитивного будущего для Абхазии, это для всех, для нас очень плохой прецедент. Ну, на самом деле, основное это было то, что Ливан сегодня заявил. Это важно. Буквально до выборов осталось, сколько там, я не знаю, 18 дней, да, 18-19 дней. Мы вот вдвоем, я думаю, что и общество, многие нас будут поддерживать, мы хотим реально услышать мнение всех кандидатов в президент. Я более еще хочу добавить. Не только кандидатов в президенты, и вице-президенты. Почему я это говорю? Я даже усмехаюсь, потому что часто вице-президенты становятся исполняющие обязанности президента. То есть они могут соприкоснуться с этой властью, такой священной, да? И на самом деле в этот момент нам важно, каждый из этих депутатов, то есть кандидатов в президенты, премирующие кресло президента, потому что они говорят, что они готовы взять обязательства, серьезные обязательства по защите, значит, народа Абхазии, страны. И в этот момент будущие президенты, да, мы хотим знать, какое отношение к этим процессам у них. И именно, как минимум, это нас интересует, и все, без исключения, все кандидаты в президенты и все кандидаты в вице-президенты. Мы хотим и требуем ихнего отношения, чтобы они прокомментировали вот эту вот ситуацию. В любом случае, если они это не сделают, мы по возможности это будем везде говорить, везде требовать до, значит, начала голосования. 18 дней есть, я думаю, что это нетрудно завтра, послезавтра прокомментировать, потому что это не рядовой случай. Тем более я действующий депутат парламента. Это большой удар и большая оплеуха как государству нашему, общему. И я думаю, что просто отмолчаться ни у кого не получится. Мы очень просим всех, мы просто настаиваем, чтобы каждый из них сделал. Мы обращаемся к каждому персонально, чтобы они свое мнение выразили. Единственное, я хотел сказать еще один момент, добавить, что очень многие звонят, очень многие, значит, беспокоятся. Всем я хотел бы вот от нашего лица всех поблагодарить, всех, которые выступают в социальных сетях, беспокоятся по этому поводу. И сказать еще то, что все-таки Валерий Рамшухович все-таки не молчит, поручил министру иностранных дел вызвать посла и так далее. Просто потом это почему-то, то, что действия министра иностранных дел, они как-то не освещались. Есть какая-нибудь реакция спикера парламента? Все-таки вы действующий депутат. Вообще тут взаимосвязь очень интересная, да? 3 ветерана войны, 3 депутата парламента разных созывов, вы действующие.
а глава законодательной ветви власти, ну, по крайней мере, публично мы ничего не видели. Может, вам что-то известно об этом? Скажем так, в личной беседе он очень сильно беспокоен. Но дальше, что он будет делать, я не знаю, в силу того, что у меня сейчас со здоровьем плохо, я редко бываю в парламенте. Наверняка там что-то происходит, наверняка парламент, надеюсь, будет реагировать. Но надеюсь, во всяком случае, я думаю, что какая-то реакция, не какая-то, я думаю, что, ну, как говорится, достойно духу и времени, реакция будет от парламента. Скажите, ну, вас лишили российского гражданства, но абхазского гражданства вас пока не лишили, соответственно. Пока как это? Пока еще гражданам Абхазии можно по абхазскому паспорту выезжать в Россию. Планируете ли вы пользоваться этой возможностью, потому что параллельно с информацией о том, что вы лишены гражданства, еще, правда, это я видела только на анонимных ресурсах, официальных СМИ я такого не видела, тиражируется история о том, что вам запрещен въезд на территорию России. Будете ли вы выезжать по абхазскому паспорту? И если, ну, вот у государства ничего не получится, у Рамшуховича, у МИДа, у нас еще есть посол Абхазии в России, да, про этого человечка мы вообще забыли, я так понимаю, тоже мог бы что-то сделать. Вот если у них ничего не получится, планируете ли вы сами подавать какие-то запросы, я не знаю, в МВД, в МИД России, вот еще куда-то, частные, ваши, гражданские, вот такое, если вы можете нам ответить? Я думаю, здесь все зависит от той формулировки, по которому там решение. Мы, опять же, не имеем точной информации. Если исходить из логики, да, то та формулировка, которая, опять же, в анонимных каналах, то есть по безопасности Российской Федерации, соответственно, логически, что нас не пустят на территорию России. Это как бы логически так. Вот. И, естественно, когда принималось это решение, вот запретить нам въезд в Российскую Федерацию был одним из самых главных пунктов. Поэтому, если мы могли бы по абхазскому въезжать и выезжать, там, решать какие-то вопросы, связанные с медициной, вот, например, вот мой коллега сейчас, значит, со здоровьем у него, да, очень большие проблемы, и здесь, например, да, технические возможности нашей медицины не могут, да, эти вопросы решать, а ему нету выезда за пределы Абхазии, он не сможет там нормально своим здоровьем заниматься. То есть вот это решение именно связано с тем, чтобы не только нас ограничить, но и вот эти возможности, которыми мы пользовались, да, в России, медицинские, там еще какие-то, ограничить их, сделать невозможными для нас. официала макяна шокрухвадзам атула уйра шум хопха шокпо бхицкомадит ахарихтас алешти чибжик и хау зарабхат уям таялгзана нас була хадина бунзафана згцо аху иштичфит أحا خسرز بنقول شو مو ويجانا خاله شات على شو من الأوفيسال يعنزر أشوف قا طول ويرشفين خو الأوفيسال صدرنا إنفورمация ما سبخاخو بتوجه إنفورمация تسرتي أخا فاكت لا شو زاشي شو حرات أقول زاشي شو شيء شاس بخا أبي سلوح يزشتوي خا يلا جانز حنتكار ورستول حنتكار يعو يرينا بو يات يميوكا أتولا وراد جيمر خزومز وجا بسلوح يزشتوي على جيشتي وبيزا زقان بساخيت أبي ودروات في بيارق في قني رمازر ريجيونال فرقنا الخالي رزبا بأمشرف يقوم فدي فيسبي درختا أزابروس قصنا درختا رزبا وبرانزي نارجي وبيقنت أبي خزبا كراسنودار значит район
ეხთანაგზოზა უბრი значит ამჩრებ ხერმას უბრი ძბანი იყო უბრი უბრი ყონტ Москва ხრაზ ანი რეზდრძო ну რეზდრძო მაგაიცა კრასნოდარი ყარწო Москва რეზდრძო უბის იყო ეხა უბის ბზინი ყოფდა რა ჰაზხუბშვა ჰაფკა ჰაზერკატო ჰაზხუბშვა დარყუბდა რობი არი ბზინი იყო ახა ხარგა ვაჰკვა ჰამოპა ვა ნახაშნიგინ იყო ახა ოფიციალ ზახტახუ აქად ჰაურცეზო იჰართეძო იზბან აბიგზარო იზბან ოფიციალნა კაც ჰარმთო ჩეჩან ბიშვაკა ხენერც ой ვერიშტით ну იშყო ალა ბრაჰტრგე ახა აქად არიშცო აპასოლი ჰესარა როსტულე პასოლა სარაიშაიუს ეთ Саравия из информации солки алодзоми. Ну, Зиге мапа цверки. Сергей Шамба вы вообще министр зелум кайда. Псна ми дехабу, Ростула ми дехабу, Эрмантула дехабу, дехабу зелум кайда. Гизе вы гизе збадзом, вы гизел кайдзом, арисензам, аймадар хабжадзам за апостула псантула хабжара. А информация годзом. ახაიჩთახ ზაკბი და იაწოები აბი იაწოი значит рахата хам хита хаказ хармто яцой взял кац. Более того, я хочу вот чуть добавить, наверное, мы уже много говорим, но знаете мне, что больше всего зацепило. Вот меня лишили 27 декабря. В тот момент, когда я лежал в очень тяжелом состоянии, когда решался вопрос, вывести меня в Россию или не вывести, не за то, что наши значит, врачи не справлялись. Я очень благодарен нашим врачам, молодым, молодцы. У нас, оказывается, все-таки есть достойные врачи у нас. Другой вопрос техническое оснащение, которое необходимо для, значит, установления той или иной причины и лечения. И в тот момент, 27-го, когда просто между жизнью и смертью моя, значит, жизнь была между жизнью и смертью, мое состояние, в этот момент Российская Федерация лишает меня. Они не могли знать, что мне было очень плохо, потому что мы знаем, что служба российская, служба внешней разведки ФСБ здесь заполонили Абхазию. Они знают даже, что мы на ужин кушаем, на обед, что мы готовим. Они все знают. И они не могли не знать, что, возможно, мне нужно будет вывести. И в этот момент это коварство. Я вот это не прощу никогда. Могли потом решить. Может, на самом деле мне надо было вывести. Ну, подлечили бы потом. Даже здесь гуманность они не проявили. Понимаете? Это опасная тенденция. Я не ожидал. Мало ли, что мы можем друг другу сказать, но ни я, ни Ливан, вообще ни один абхазский значит, житель или гражданин Абхазии никогда не слышал и не видел, чтобы они что-то желали зло, или хотели бы, чтобы Россия, не знаю, там не существовала, и чтобы русского народа не было. Всегда с благодарностью народа Абхазии и граждане Республики Абхазии относятся и относились к России. Но так вести себя, это не президент так себя ведет, это не его политика. Это, еще раз говорю, это чиновники на местах. Так с нашим так называемым бывшим президентом вот такую ситуацию создали. Это недопустимо, такие вещи. Сара абра жак ацисистахаз абра айквадра ириуа анонимца ириуа айквадра убри зиге харе яхсит убри зиге аныр аканацет аха убри айквадра зиуа арат пиава абсраро ара аджид дана абри урыстуланпи аҳзуҳнацшгьы иҳәаӡом, ацәгьы иҟаиҵаӡом. Убриоуп изхылҿиааз абри аус. Ҳара уи аиқәаҵәа ирҩах ус ҳамаӡам. Уи ирхит ҳәааны ирҩуа акоуп. Убри ажәлар еилыркаар сҭахуп, ҳара абри анонимцәа ирҳәо, ҳара Урыстәыла ҳаҿагылоушәа, ҳара абри иҟаҳҵо зегьы аҭырқәцәа рзыҳәан иҟаҳҵошәа егьи, уи абри аиқәаҵәа зегьы ахь ус ҳамаӡам. Ҳара уи ихәыцу аусуп, уи ҳара иаҳҿагыларц азыҳәан убри ирҳәо акоуп. Убригьы ажәлар Ливан, из целом казвасхот.
Дара татус дара и хахтует бзейба бот на нефтяной провод рештит пара арзот на вкойбркну цуп абихахома дарту бзейба бот и цуп и вису хара хазис я хазилум кайда бра تركتلا زعن جراك راح تناك حوما حش بين خد حش صحبات تقوب شاح ويزعنهم يرزخمجو هاي سيلم قاعد حراب بحث كاس هزعرت هري زنزا ويزخمجو وسكيرولا كده راورا يتوب زي حزز اليوز يحفظ قلنا زيجي تسو يتخذ حذر واقف алка ашца шесхуц, сделайте выводы, это не просто какой-то рядовой случай, это прецедент не очень хороший. Давайте все вместе подумаем, почему это произошло и как этого предотвратить в будущем. Спасибо за внимание.